Хордак Забаху. Браконьерством занимаемся, да? Что я? Айна мирной кутом дагахатта камштрас хасан гаржин. Синканам нет. Том я раз вода, нема. Том не могу. Что куда там? Браконьеров приходит не часто, но бывает иногда так. Да, охота своеобразный наркотик, и люди идут так, охотятся. В прошлом году мы задержали около 20 человек браконьеров. В этом году тоже уже 15 человек задержаны. Каждый день мы делаем рейды, и ночные, и дневные, охоту участкам. Я отвечаю на все. На центральном участке и надзор на охоту участке. Выезжаем рано утра до самого вечера, и каждый день у нас план работы. И, например, вот сегодня у нас есть, подкладываем соль в солонцах, где нету. Да, животных я люблю, и поэтому выбрали вот эту работу. Трудности есть, но все равно хочется идти, хочется работать, хочется, чтобы звери были больше. Выходишь в лес, про все забываешь, ситуацию в мире, кризис в Украине, все. Вот посмотришь, как красиво у нас вокруг. У меня отец был охотником, я все время с ним ходил. И после этого я тоже эту профессию выбрал. Учил меня следить, читать звери, выслеживать. Кроме того, учил уважать природу и ценить. У нас в Осетии культура охоты своя. Наши предки всегда молились перед охотой, просили овшаты, покровитель диких зверей, помочь им с добычей. Это очень важная система обряда. В Осетии ни одно животное просто так не погибало. Нам иногда Приходится убивать животных, когда, если подранок остается после охотника, вот тогда его стреляем. Все-таки у нас популяция животных растет в Осетии, восстановлена популяция лани, новые животные они. Туры у нас много очень. мы следим за их популяцией, фиксируем все. Вот сейчас у нас в августе открывается охота. Мы полностью подготовлены к сезону. Мы не так давно прошли курс повышения квалификации. Пригласили специалистов из Москвы. Туристы у нас с разных стран бывают. Из Америки, Польша, со всех. Иногда 2-3 раза. Бывает такие, что приезжают 2-3 раза. За сезон к нам приезжают около 20 туристов. Со всех концов света едут. Ведь здесь не хуже, чем в Канаде. Можно охотиться. Кроме того, он очень интересуется нашей самобытной культурой. Вечно пытаются куда-то залезть. Если заблудился, тогда надо идти, куда речка идет, туда вниз, по речке. Речка все равно выходит куда-то на дорогу или в деревню куда-то. Но с хищником лучше не встречаться. Если встретиться, то надо знать правила поведения. На каждый случай есть свои инструкции. Вообще не надо охотиться без профессионала. Мы всегда рядом и поможем. Вот следи, олени, косули, рыси след. Вот. Вот у нас в Валерии были олени, лани. И рысь нам украл 2 штуки. Потом поставили капканы на него.
Сетку поймали и увезли в горы и отпустили. И опять появился, вот след опять есть. Кроме браконьеров, нам приходится защищать некоторых животных от хищников и самих хищников. И ирбис, пума, хотя они сами убивают, но приходится придумать способ защитить их. Ведь они тоже в Красной книге. Но я больше люблю травоядных, особенно лани. Они появились вот в этом году. Ну, до этого тоже привозили, но в этом году у нас их больше. Больше привезли. Сейчас их у нас, они еще в Валере живут хорошо пока. Ну, этих животных привез директор наш. До этого здесь таких животных не было. Лан. Очень красивые животные. А вы посмотрите, как можно их не любить, таких животных. Вот мы ложим соль, минеральные удобрения для животных. Олени, косули, лани. Новые животные у нас. Шалам от Петр. Сайкут выкудул хабар. Ничего, нормально. Фетай Валер лажу. Лажу, там риси так. Ногай таустрил гербасти. Маз кападжта та фетай кападжта. Машам на базе хашта. Умы албундар жилин то Валер, райшом дар ижардар, штемнах шавга там дежурство, чикана удона жанка мазагал свете тима кунна сой фалакакана. Камера тшвартат фатала бушката. Кармушка траждар, сахараждар. Ума хож, ума какан кав, кашин кав, каноднша датахта нимана, вдапата загал фаузыште. Рейс вияхам сарагоюма, рмаштаре хадак кайр сахшандар, кадиштау бамбал дивина бахарзани. Яхи федабонит там шакакан кав кшан пасахруа. Сахтажын каште рейс пирага фаттитазиш, валадар гавшадам. Рба телефон из ртой, что это письмо дарбар, что и ражно министерство. Пирахта давнам саунсагам абабара канутёсы жгейдар. На бон сашу и барс махтар высотук захтима тох канам. Фалашамна бен тонны цаг, уйдаршным барын кан кавадама. Бен тоншан цаг уйдараш на укадам иде кама ер иш барсы талсамандар. Ой барс территории, ой барс кама бирахдар. Даршамна юлдарны цагжага, и вот иште ништаш фашен за них кады. Мадаман уйдарым барын кан кавштов. Фоша авазын спентон ма автокун назурой бирахта. Ма баса ударгаш мадар. Фен утадай мадаран хашкану кайфош бахор, то есть баку, то фен чака вот. У нас бывают организованы охоты на хищников, привлекаем охотников-любителей. Это когда сезон по жалобе людей, на которых они напали. С помощью охоты идет их уничтожение и с помощью биопрепаратов. Если встретиться с хищником, надо помнить, что это хищник, быть спокойным, не дергаться, попытаться уйти от него, чтобы он из-за того, что ты взволнован, на тебя внимания не обратил. В лучшем случае, конечно, бежать. Так надо, но это лучше не надо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что у вас случилось? Расскажите нам, пожалуйста. Нападение волков. Бесчинствуют волки. По селу, вообще по всему ущелью. Бесчинствуют.
у нашей директрисы школьной. К ней домой даже в хлеб зашли волки и зарезали овец. Сколько их там, половину сразу, за одну ночь. А потом второй раз и оставшихся вынуждено было продать. В конце концов, мы откажемся от содержания скотины. Расскажите, какие меры были приняты? Ну, нами было организован ход хозяйством совместно с местными жителями рейдовые мероприятия. Если в село приходит хищник или кто-либо увидел его вблизи села, чтобы в первую очередь сразу же звонили и сообщали нам. А если это невозможно, то поднять как можно больше шума. Мы незамедлительно отреагируем и сделаем так, чтобы и хищник не пострадал, и скот домашний не пострадали. По данному вызову мы как раз сейчас едем туда, на вызов, на место, где это было. Будем смотреть следы, будем разбираться, вообще был ли это волк вообще. Вот в этом месте были обнаружены следы волков. По следам мы поняли, что их 7 штук. Вот с этого леса они перебежали через холм и напали на дом женщине. У них щенки сейчас, и потом они выходят с ними, обучают их охоте. Население нам доверяет. В случае необходимости нам звонят, мы сразу выезжаем, реагируем на вызов. Если ты не любишь природу, если ты не любишь зверей, то эту профессию лучше не выбирать, потому что она занимает 100% твоего времени, и она становится не просто профессией, а образом жизни. Махфанды самой на шерта фулдарай фулдар каной, тугзах шерта дар самой махак дарой, суандар сылкатканам на фаштас каштар таражу, он дарзы кутфеной что телевизор масам на кашуй волсафтак мной война фандышкан.